Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами из студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Сегодня в программе «Электромайдан смыли водометами». В Ереване полиция разгоняет акции протеста против подорожания электроэнергии. Все российские активы в Европе находятся под угрозой после того, как акционеры компании ЮКОС выиграли иски в европейских судах. И Эдвард Сноуден о том, почему он не хочет возвращаться на родину. Начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Электромайдан смыли водометами. Сегодня на рассвете в Ереване полиция разгоняет акцию протеста против подорожания электроэнергии. Семь человек обращаются за медицинской помощью, 3 госпитализированы, задержаны более 200 демонстрантов. Власти сообщают о ранении 11 полицейских. Прокуратура Армении возбуждает уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержанным, отмечу, грозит до 2 лет лишения свободы. После применения водометов, сообщают очевидцы, в центре Еревана начались нападения на журналистов. Подробности мы узнали у корреспондента армянского бюро «Радио Свобода» Сисака Габриэляна. Когда они поймали активистов, они очень грубо относились к нему, начали матами разговаривать, ругаться. И вся это снималось на камерах. Я думаю, что они уже хотели, чтобы ни у кого не было эти материалы. И во время нападения на журналистов особой активностью отличались лица в штатском. Они целенаправленно нападали на журналистов, отнимали видеочипы, ломали видеокамеру. Уже отпустили около 100 активистов, и они уже объявили, что намерение сегодня вечером опять собраться и продолжить свои акции. Митинг под названием «Нет грабежу» начался в Ереване в минувшую пятницу. Его участники объявили сидячую забастовку, требовали от властей отменить решение о подорожании электроэнергии. Акция прошла и в городе Гюмри. С утра люди собирались у отделения полиции с требованием освободить участников митинга. И по последней информации из отделения освободили всех задержанных. Это 13 человек. И далее новости с Донбасского фронта. Боевики непризнанных ДНР, ЛНР перебрасывают тяжелое вооружение от берегов Азовского моря на другие участки линии разграничения. На Мариупольском направлении интенсивных обстрелов пока нет, сообщает командование операции в Киеве. Зато боевые действия в районе Донецкого аэропорта продолжаются и днем, и ночью. Из командировки на Донбасс вернулся корреспондент программы «Настоящее время» Петр Шеломовский. И мы говорили о ситуации на линии разграничения, о жизни местного населения под постоянным обстрелом и о работе наблюдателей миссии ОБСЕ. Добрый день, Петр. Ты только что вернулся с Донбасса, буквально несколько часов как самолета. С одной стороны, усиливается отток местных жителей с территорий, которые Киев не контролирует в зоне непризнанных ДНР, ЛНР. Это свидетельство, по-твоему, разочарования людей так называемыми мирными договоренностями, или там просто физически настолько все разбито, что жить негде? Это один миграционный поток. А с другой стороны, люди начинают возвращаться в те населенные пункты, которые не на самой линии разграничения. Что происходит там сейчас? Во-первых, что такое линия разграничения? Это некая условная линия, нарисованная в случае Донецкой области, прямо посередине этой Донецкой области. То есть люди едут в выходные, они едут в магазин, потому что магазины в донецких окрестностях, они либо пустые, либо там дорогой товар. В общем, нет там того ассортимента в том качестве и в тех ценах, которые они привыкли видеть на Украине. И поэтому они едут на украинскую зону, на украинскую территорию, чтобы там купить себе продуктов. А в воскресенье вечером они едут обратно. То есть население, оно совершает такие перемещения через эту линию, и эти перемещения, они на самом деле постоянные. Кто-то едет проведать дом. У него есть дом, он, может быть, там не живет, потому что там крыша разбита, но ездит его проведывать, потому что у него там вещи, он боится за них. Кто-то решил вернуться, кто-то вернулся с заработков. Я разговаривал с мужиком, он в деревню Никишино, в которой, в принципе, нам сказала
председатель сельсовета, она сказала, что из 350 домов 150 не подлежат восстановлению даже. Где? В село Никишино. Никишино, да, это под Дебальцевым, да. То есть 150 просто не подлежат восстановлению. Да? Остальные, там где-то крыши нет, где-то чего-то не хватает, ну то есть они повреждены. То есть повреждены все дома, а вот 150 точно уже не будут восстановлены. И тем не менее люди возвращаются и туда тоже. Да, со стариками, со своими детьми. Вот мужик один год не был дома, приехал с заработков, да, у него там дома нет ничего. То есть там и кролики какие-то были, и вещи какие-то лежали, и, в общем, все это исчезло. То есть одни возвращаются на пепелище и, в общем, собирают свой нехитрый скарб, который остался, и надеются перезимовать, что хоть какая-то крыша будет над головой. А другие, расчаровавшись, как сами люди говорят, в недостаточном внимании Киева, они просто уезжают в Днепропетровскую область, в Херсонскую, в Харьковскую. Ну да, и таких я тоже видел. Угу. И что говорят тебе эти люди, которые уезжают? Почему уезжают люди, понятно. Потому что жизнь их... Здесь очень важно отметить, что эта жизнь, она стала невыносимой совместными усилиями обеих сторон. Да? То есть она стала невыносимой, и они решили уехать в другое место. В этом нет, в принципе, ничего хорошего. Губернатор Луганской области Геннадий Москаль на Медне критиковал работу миссии ОБСЕ в регионе. Я выписал себе цитату, она такая: уважаемое ОБСЕ должно было бы не сидеть в ресторане, в отеле с утра до ночи, пить пиво и виски, а ехать на эту территорию, имеется в виду наблюдать. Ну, пан Геннадий сказал это более... Нет, я понимаю, о чем речь. Да, по-твоему, насколько работа миссии ОБСЕ результативна? Я в том плане, что удается ли наблюдателям четко фиксировать, кто, когда открывает огонь, и нарушает Минские соглашения. ОБСЕ, у них, в принципе, достаточное количество людей, достаточное количество наблюдателей, наблюдательных постов и достаточно большое желание прекратить кровопролитие в Украине. Так. И ОБСЕ, на мой взгляд, это самая вменяемая группа людей, которая в этом конфликте так или иначе в этот конфликт вовлечена. Это люди, которые действительно говорят: ребята, давайте вы остановитесь и на пару километров отойдете друг от друга, потому что людям, которые живут в этой деревне, из которой вы устроили тир, им нужно вернуться домой. И сейчас в Страсбург на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Глава ПАСЕ Ан Брассер выражает озабоченность гуманитарной ситуации и соблюдением прав человека на территориях непризнанных ДНР, ЛНР. В Страсбурге работает и корреспондент программы «Настоящее время» Кенан Алиев. Ему удалось взять интервью у главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева. Реформы, которые ожидали от, скажем так, участников Майдана, все-таки идут очень медленно. И есть даже такие заявления, что у нынешней украинской власти недостаточно политической воли проводить полномасштабные реформы. Воли достаточно, денег нет. Знаете, как евроремонт делается тогда, когда есть средства. Украине нужен план Маршалла. Если страны, которые хотят нам помочь, а у нас есть желание проводить реформы, дадут нам четкое понимание: вот, ребята, сделайте то, и это мы вам даем на это вот столько, столько и столько. Как в свое время было с Западной Германией. Евроремонт стоит дорого. Наш корреспондент спросил у Владимира Арьева и о дальнейшей политике Украины в отношении неконтролируемых Киевом территорий на Донбассе. Я считаю, что в данной ситуации нам нужно будет сделать одну самую простую вещь. Отделить эти территории на то время, пока они сами не поймут, куда они хотят. Если мы сейчас будем реинтегрировать в нынешнем состоянии Донецкую и Луганскую область, то упадет вся Украина. Знаете, это чем-то приходится, к сожалению, жертвовать. Инфраструктура разрушена, огромное количество населения настроено совершенно вражески в Украине. То есть нам хотят российский план, сейчас сунуть нам троянского коня в виде вот разрушенного и Донбасса с промытыми мозгами российской информпропаганды. НАТО определяет численность своих сил быстрого реагирования в странах Центральной и Северной Европы, а также Балтии. Численность сил, готовых оперативно реагировать на возможные конфликты, составит от 30 до 40 тысяч человек. Для успешного функционирования Альянс создаст еще и 6 штабов в Восточной Европе. Об этом заявляет генсек НАТО накануне саммита министров обороны Альянса в Брюсселе. И на завтрашней встрече чиновники, в частности, будут обсуждать совместную стратегию реагирования на гибридные войны. Из Брюсселя корреспондент программы Екатерина Кочкина.
На заседании будет много говориться о разрабатывании стратегии ведения гибридных методов войны и реагирования на гибридные методы ведения войны. Это будет делаться совместно с Евросоюзом, совместно с ОБСЕ. Это делается для того, чтобы пресекать потенциальные угрозы до того, как они перерастут в угрозы военные. Мне остается добавить, в проекте создания сил быстрого реагирования НАТО участвуют Великобритания, Дания, Латвия, Эстония, Литва, Норвегия и Нидерланды. Продолжение истории с иском акционеров ЮКОСа и арестом российского имущества в Европе. В Санкт-Петербурге на встрече с руководителями крупнейших мировых информационных агентств Владимир Путин заявил, реакции на арест имущества России в Бельгии и Франции не может быть. Москва будет защищать свои интересы через суды, при этом она не признает юрисдикцию Гаагского арбитража. Напомню, год назад Постоянная палата Третейского суда в Гааге обязала Россию выплатить акционерам нефтяной компании ЮКОС почти $50 миллиардов. Эксперт по энергетическим вопросам из Нью-Йорка дал нам интервью, рассказывает Илья Заславский. В отличие от фирмы «Нога» и там других прецедентов, у них, по сути, ресурс не ограничен. Они могут и 10 лет, и 15 лет преследовать российское правительство, если надо. Рано или поздно они, по крайней мере, свои издержки на адвокатов отобьют. Они делают Россию уязвимой, и ее компании государственные. Вот даже РЖД посылает каждый раз, там 2 поезда есть в Париж и в Ниццу. Теоретически компания ЮКОС может, а бывшие акционеры могут арестовать поезда. Там картины выезжают из Эрмитажа и так далее. Список бесконечный. И в дипломатическом корпусе с обеих сторон понимают, что это не то, что это зависит от правительств. Но вот сейчас бельгийцы сделали все, чтобы раскрыть, разморозить счета российского дипкорпуса в Бельгии. Но это максимум, что они могут сделать. По всем остальным счетам, по всем остальным активам, которые не на 100% вот имеют дипломатический иммунитет, ничего бельгийское, допустим, правительство не может сделать. Все будет решать местные суды. Выход — договариваться с акционерами, вот с бывшими акционерами ЮКОСа. Может быть, не на 50 миллиардов, а на какую-то меньшую сумму. Возможно, у них будут какие-то другие предложения, например, отпустить невиновного Пичугина, которого обвинили в организации убийств, чтобы подкопаться под Михаила Борисовича Ходорковского. Это «Настоящее время». Далее у нас эфир из Вашингтона. Коллегам удалось получить комментарий у Эдварда Сноудена относительно его планов на ближайшее будущее. Наташа, о чем рассказал американский информатор? Да, Сергей, Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию об улучшении защиты информаторов или сигнальщиков. В отдельной дискуссии за круглым столом принял участие виртуально по видеосвязи один из самых известных информаторов современной истории – беглый подрядчик американского агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден. С нами на связи из Страсбурга наш корреспондент Данила Гальперович. Данила, здравствуй. Вот ты был на этом мероприятии, насколько я понимаю, даже задал Сноудену вопрос. Давай подробности. Да, Наташа, добрый день. Действительно, я был на круглом столе, который, собственно, и был связан с той резолюцией, которую приняла Парламентская ассамблея Совета Европы о необходимости защиты whistleblowers, которых действительно одни переводят как сигнальщики, другие как информаторы. Вот можно сказать, что в этом круглом столе принимала участие вся общественность, которая более-менее заинтересована в продвижении законодательных актов, защищающих тех, кто сообщает о каких-либо действиях властей по ущемлению прав человека. И довольно долго устанавливали связь, как я понимаю, с Москвой. И в течение того времени, пока со Сноуденом не могли связаться, другие участники круглого стола, в частности, сам инициатор резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, нидерландский парламентарий Питер Омцек, рассказывал о том, что Совет Европы инициирует принятие отдельного законодательства, которое бы защищало в странах Совета Европы информаторов. И надо сказать, что когда Сноуден вышел на связь, он в первую очередь поблагодарил Совет Европы за то, что такая резолюция принята, а в ходе ее принятия, надо сказать, был довольно забавный факт. Там была поправка, когда британские парламентарии сказали, что нужно внести в текст резолюции, что Сноуден должен сдаться
правительства Соединенных Штатов. И эта поправка не прошла, и все на том круглом столе, где я сидел, и тоже под конец его, как ты правильно сказала, смог задать вопрос, были очень рады тому, что не прошла. И первое, когда Сноуден подключился к Страсбургу, ему об этом рассказали, что все против того, чтобы вас просто так выдавали в Соединенных Штатах. Я задал вопрос Эдварду Сноудену, какие у него планы, на каких условиях он может вернуться в Соединенные Штаты. Вот что он ответил. Давайте послушаем. Условия, на которых любой человек в моем положении может вернуться в Соединенные Штаты, то есть тот, кого обвинили в шпионаже на основе закона от 1917 года, как меня, за предоставление информации американской общественности, таковы. Необходимо отказаться от права на справедливый суд. Необходимо заявить, что вы не оспариваете обвинения в нарушении государственных интересов, принять ограничения на доводы, которые могут быть представлены в суде, не поднимать темы, которые могут быть засекречены правительством. Очень важно, чтобы все эти вопросы были разрешены, потому что защита не может быть полной и эффективной, если вы не можете раскрыть информацию в интересах общественности. В этом случае о справедливом суде речи быть не может. Но Госдепартамент США, в свою очередь, придерживается все той же позиции, которая была заявлена с самого начала скандала с обнародованными Сноуденом документами. Он должен вернуться домой и предстать перед судом. Спасибо. С нами на связи из Страсбурга был наш корреспондент Данила Гальперович. Каждые 4 из 5 граждан стран Евразии живут в государствах с авторитарным режимом. К такому выводу пришла правозащитная организация Freedom House в ежегодном докладе «Страны переходного периода 2015». В этом докладе анализируется ситуация в 29 странах региона. Впервые подобный доклад был опубликован 20 лет назад. В те времена только Беларусь, Туркменистан и Узбекистан были признаны консолидированными авторитарными режимами. Но с тех пор ситуация изменилась к худшему. Сегодня в Евразии 13 демократий, 6 переходных режимов и 10 авторитарных. Наиболее ощутимое падение рейтинга в России и Венгрии. При этом авторы доклада предупреждают об опасности слишком резкой реакции европейских стран на действия России, поскольку эта реакция может привести к ущемлению прав их собственных граждан. Глава проекта Freedom House Сильвана Хабдан-Колычковска поговорила с нашим корреспондентом Вадимом Оленичевым о том, какие изменения требуются в России для улучшения рейтинга. Мне кажется, должен измениться характер власти в России. Она должна перестать быть агрессивной. Сейчас режим против всех форм демократизации. 10 или даже 5 лет назад власть хотя бы на словах разрешала демократические реформы разных степеней, но так, чтобы можно было взглянуть на них, прищурившись, и погрозить пальцем этим своенравным союзникам, которые плохо себя ведут. Но сегодня власть не принимает никакие демократические реформы, поэтому мы видим распространение пропаганды и наблюдаем, как Россия ищет контакт с нелиберальными партиями по всей Европе. Администрация США приветствовала решение Евросоюза продлить санкции против России в ответ на ее агрессию на востоке Украины. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. Как вы помните, это то, что президент обсуждал с нашими союзниками по Большой Семерке в начале этого месяца в Германии. У президента была возможность подробно обсудить все с президентом Олландом и канцлером Меркель. И, в частности, вопрос о том, насколько важно международному сообществу сохранять единство перед лицом дестабилизирующих действий Владимира Путина. Это следующий шаг, предпринятый международным сообществом, продолжающим действовать сообща перед лицом нарушения территориальной целостности Украины. Это свидетельствует о решимости международного сообщества добиться того, чтобы президент Путин соблюдал основные международные нормы. Американский сенатор Крис Мерфи считает, что США нужны не новые войны, а новые планы Маршалла. Мерфи, демократ, младший сенатор из штата Коннектикут, вместе с республиканцем Джоном Маккейном побывал на Майдане в драматическое время перемен в Украине. С ним побеседовал Александр Панов. Крис Мерфи, демократ, младший сенатор из штата Коннектикут, вместе с республиканцем Джоном Маккейном побывали на Майдане в драматическое время перемен в Украине. Еще один регион, которым постоянно занимается член Сенатского международного комитета – Балканы. Америке нужна новая внешняя политика, чтобы отвечать на новые вызовы времени. Об этом статья сенаторов Мерфи, Шатца и Хенрика, опубликованная в журнале Foreign Affairs. Сенатор Крис Мерфи, один из самых молодых законодателей в Верхней Палате, перечислил 8 принципов, на основе которых в будущем должна строиться американская внешняя политика. Вместо новых войн Америке нужны новые планы Маршалла, экономической и политической помощи проблемным регионам мира.
Новый пятилетний план Маршалла должен способствовать улучшению жизни в странах Ближнего Востока и Африки, которым угрожает терроризм, а также государствам, граничащим с Россией и Китаем. Сенаторы призывают профинансировать каждый доллар, каждый дайм, который на это потребуется. Прошлой осенью я был в Сербии, стране, в которой Россия очень заинтересована. Она очень важна и для нас. Это зона пересечения энергетических поставок. Я был там в тот день, когда армия шествовала по улицам Белграда в честь визита Владимира Путина. Это была впечатляющая демонстрация силы. А наш посол просил у меня $20 тысяч на программу по обмену учащимися, финансирование которой было сокращено. На фоне военного парада в честь Путина миллионов долларов, которые все это стоит, посол просил о 20 тысячах. Америка должна проводить военные операции только по согласованию с Конгрессом, когда исчерпаны все политические возможности. Операции под прикрытием, будь то массовая слежка, проводимая разведкой, или операции ЦРУ по ликвидации, должны быть резко ограничены. США, борющиеся за соблюдение гражданских прав и свобод за рубежом, должны добиваться того же самого внутри страны, пишут сенаторы. Мерфи – сторонник расширения НАТО. Мы угрожаем будущей легитимности НАТО, если мы изменим политики открытых дверей. Страны стремятся туда. У Грузии есть ряд проблем, которые она должна перед этим решить. А вот, например, Черногория уже сейчас готова к членству. Отказывая новым странам, мы изменяем принципам, заложенным в основу НАТО. Сенатор Мерфи дал интервью нашей программе. Ваше мнение о планах разместить американское тяжелое вооружение в странах Восточной Европы? Я думаю, очень важно показать солидарность с нашими друзьями в Восточной Европе. Наши обязательства в соответствии с уставом НАТО, 5-й статьей устава, абсолютно незыблемы. У нас ограниченные возможности, но мы должны дать понять Путину, если он собирается идти вперед с обычными или иными вооружениями, то США не оставит своих союзников. Что вы думаете про санкции? Были ли они эффективны? Что с ними делать? Продолжать? Расширять? Совершенно очевидно, что на сегодняшний день санкции не поменяли взгляды Путина. Но давайте помнить, эффект от санкций наступает через годы. Может быть, потребуется даже десятилетия. Я рад, что Европейский Союз продлил режим санкций. И я думаю, что русские должны подсчитать для себя, стоит ли поддерживать агрессию и видеть, что экономика продолжает падать вниз. План Маршалла — это, конечно, замечательно. Он бы мог помочь России, скажем, в 1991 году. Но, возвращаясь к сегодняшнему дню, ваша позиция по поставкам Украине американского летального оружия? Я думаю, этот вопрос должен решаться в консультации с нашими трансатлантическими союзниками. Но сейчас самое главное для Украины не тяжелые вооружения, а спасение экономики от падения в хаос. Я не верю, что Путин хочет оккупировать Украину, но он хочет разрушить ее экономику и установить в Киеве пророссийское правительство. Самая важная задача США – оказать экономическую помощь украинским властям, которая поможет им устоять. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. В Молдове активисты борются со стереотипами в отношении ВИЧ-инфицированных. Подробности у коллег в Праге. Сергей? Да, Наташа, в Молдове продолжается общественная кампания против дискриминации людей, живущих с вирусом иммунодефицита. 9 человек из Молдовы и Украины согласились открыто демонстрировать свои лица на рекламных щитах со слоганом «Мое состояние не секрет». Таким поступком они надеются сломать общественные предрассудки. За чашкой кофе Ирина и Руслан вспоминают о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться за 15 лет брака. Рассказывают, что однажды хозяин квартиры, которую они снимали, решил выселить их, узнав об их ВИЧ-положительном статусе. Он решил повысить цену, повысил ее очень до высокого потолка. Мы сказали: окей, хорошо, мы так. А он сказал: нет, все равно, уходите, у меня другие планы. В молодости они принимали наркотики и заразились ВИЧ через инфицированную иглу. Ирина живет с вирусом уже 17 лет, Руслан на год дольше. За это время они не раз сталкивались с дискриминацией. ВИЧ-инфицированные в Молдове часто становятся изгоями. Очень трудно изменить те стереотипы, которые были выстроены в 90-х годах. Но я сама помню, когда в поликлиниках вот эти плакаты «СПИД, чума 20 века». Это у людей очень глубоко. Чтобы изменить общественное мнение, супруги решили принять участие в кампании по поддержке ВИЧ-положительных людей.
На новых плакатах люди, живущие с вирусом, больше не скрывают своих лиц. Почему тоже мы делаем эту кампанию? Мы постарались показать, что да, мы нормальные люди. То есть у нас не растут рога, у нас нет клыков. Мы обычные, нормальные, как все. Руслану и Ирине удалось вместе начать новую жизнь. Теперь они помогают другим. Супруги руководят центром помощи людям с зависимостями. А начиналось все с их скромной квартиры. Мы там и жили, там приходили ребята на группы, на консультации. Мы тогда не работали. Сейчас в общественном центре, который они основали, бок о бок работают люди с ВИЧ и незараженные вирусом. Руслан считает, что это достижение в борьбе с предрассудками. Я хочу добиться всеми общими усилиями, дожить до того времени, когда будет стыдно дискриминировать кого-то на основании его заболевания. Руслан и Ирина своим примером показывают, что ВИЧ не приговор. Они надеются, что и другим вскоре не придется прятать свои лица. И вновь время передавать слово в Вашингтон. Наташа, эфир ваш. Что произойдет, если одна из самых влиятельных женщин мира, по версии журнала Forbes, будет возмущена коммерческой акцией самого дорогого бренда в мире? Одна против компании Apple выступила известная исполнительница и автор песен 25-летняя Тейлор Свифт. Рассказывает Ануша Витисян. Все началось с новости о том, что Apple планирует запустить новый музыкальный сервис с 30 июня. И первые 3 месяца самые популярные хиты можно будет слушать бесплатно. Певица Тейлор Свифт заявила, что в попытке угодить своим пользователям Apple забывает о правах исполнителей. Она отказалась предоставлять доступ к своему альбому 1989. Поскольку, по ее словам, у Apple достаточно денег для того, чтобы покрыть связанные с акцией расходы. И таким образом она демонстрирует поддержку молодым независимым музыкантам. «Мы не требуем от вас бесплатных айфонов. Пожалуйста, не требуйте от нас предоставить вам доступ к нашей музыке без компенсации. Это не жалоба капризного ребенка. Это то, что чувствует каждый исполнитель, автор песен и продюсер в моем окружении, которые боятся публично об этом заявить, так как мы столь уважаем Apple», написала Свифт на своей странице в Tumblr. Этим обращением она привлекла внимание вице-президента компании Apple по программному обеспечению Эдди Кью, который у себя в Twitter пообещал, что компания заплатит исполнителям за использование их музыки, в том числе за пробный 3-месячный период, бесплатный для пользователей Apple. «Мы слышим тебя, Taylor Swift 13 и всех независимых исполнителей. С любовью, Apple», говорится в сообщении Кью. О размере компенсации пока неизвестно. Однако, едва успев отпраздновать успех, Тейлор Свифт оказалась объектом критики фотографов. По данным СМИ, певица лишала фотографов своих концертов права на авторство снимков. Если в обычной практике фотографы имеют право перепродавать свои снимки, то в своем случае она вынуждала фотографов подписывать контракты, согласно которым права на использование фотографий с ее концерта принадлежат только ей. Пока Свифт готовится отвечать на претензии в ее адрес, Apple планирует запустить новый сервис в более чем 100 странах. Макдональдс представил летнюю коллекцию своей одежды с изображением фирменного бургера Big Mac. Пока в онлайн-магазине по цене от 40 до 80 долларов появились только 7 видов товаров. Обои, постельное белье, термобелье для мужчин и женщин, ветровки, шорты для купания, спальники и одежда для собак. Скоро ожидается поступление резиновых сапог и палаток. Представленная в марте этого года коллекция до прошлой недели была доступна только на территории Швеции. Однако теперь вещи доставляют в США, Канаду, Австралию и Европу. Вся прибыль от продажи идет на благотворительность через фонд «Дом Рональда Макдональда», который оказывает помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Созданный в США в 1984 году, с 1995 года фонд работает и в России. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим наших коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. А мы благодарим коллег в Вашингтоне, а также всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания.